нам в редакцию обратились жители домов в центре Сыктывкара. Их деревянные двухэтажки находятся рядом с площадкой, где активно возводят новые многоэтажки. И как только строители начинают вбивать сваи, деревянные дома трясет, а с потолков и стен сыпется штукатурка. Горожане опасаются за свое здоровье и пытаются понять, за чей счет будут ремонтировать квартиры. Виктория Палкина тоже искала ответ на этот вопрос. Мне позвонила мама где-то часов в 12. И вся в слезах, мне жалуется, что у нее там в комнате произошло обрушение штукатурки. 3-метровый кусок штукатурки рухнул с потолка около полудня. Хозяйка квартиры, благо, в этот момент находилась в соседней комнате. Она уверена, старенький дом не выдержал из-за стройки по соседству. После 2-недельного вбивания свай деревяшка стала не просто ходить ходуном, а разрушаться. Неприятности происходят и у соседей, поэтому активисты обратились в городскую жилищную инспекцию. Буквально, да, вот как у нас вот это произошло, люди как-то начали потихонечку шевелиться. И у двоих только человек приняли заявление в администрацию. Вот. Начали соседи как-то шевелиться, что-то предпринимать, какие-то вообще действия, что у них действительно тоже происходит вследствие забивки этих свай. Чиновники оперативно выехали на место. Ревизию провели в компании с представителями застройщика. Те свою вину сразу признали и в тот же день отправили на пострадавший объект бригаду ремонтников. Нами было приняты меры срочно, чтобы вывести, не пустить туда людей, закрыть помещение для того, чтобы в дальнейшем исключить получение каких-либо травм. Штукатурка упала с высоты 2,20 и могло бы действительно, если бы оказался там ребенок или вот там пожилой человек, пожилая женщина, то могла бы получиться травма. Потолок починили, а вот за полы не взялись. Только развели руками и посоветовали набраться терпения. Мол, им осталось сбить всего-то 50 свай. Между тем, от вибраций страдают не только соседние деревяшки. Грохот слышно по всему спальному микрорайону. С Оплеснина, когда спускаешься, я иду на 46-го с остановки, и очень хорошо слышно вот эта вот долбежка вот эта. То есть, не знаю, как тут люди живут. Жилищная инспекция Сыктывкара этот объект держит на особом контроле. Застройщик также заверил жильцов, в случае очередного строительного ЧП готов снова устранить все неприятности. Но люди переживают больше не за свои дома, а за здоровье. Штукатурка может обрушиться в любой момент, а значит, пребывание в собственной квартире во время строительных работ уже большой риск. Мы неоднократно пытались связаться со строительной организацией, чтобы и нам они подтвердили свое обещание, данное жильцам. Но желания и времени у руководства общаться с нашей съемочной группой, похоже, не нашлось. Очень надеемся, что оно все же найдется в плотном графике, чтобы контролировать эту площадку. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.